Аллах воздает Исмаилу, мир ему, хвалу в Коране. Аллах Всевышний воздал Исмаилу хвалу и охарактеризовал его как кроткого, терпеливого и верного обещанием человека, который неуклонно совершал молитву и велел делать это членам своей семьи, чтобы уберечь их от наказания. Кроме того, он призывал людей к поклонению Господу миров. Аллах Всевышний сказал: «И мы порадовали его вестью о кротком сыне». Когда сын Ибрахима достиг такого возраста, что мог помогать отцу в его делах, он сказал ему: «О, сынок, поистине я видел во сне, что убиваю тебя, принося в жертву Господу. Посмотри же, что ты об этом думаешь». В ответ он сказал: «О, отец мой, делай, что тебе велено, если пожелает Аллах, ты увидишь, что отношусь я к числу терпеливых». Сура 37, аяты 101 и 102. Таким образом, Исмаил, мир ему, подчинился отцу и пообещал ему, что будет проявлять терпение, а потом выполнил свое обещание. Аллах Всевышний также сказал: «И помяни Исмаила, когда будешь читать людям Писание. Поистине был он верен обещанию и являлся посланником и пророком. Он всегда велел своей семье, имеется в виду либо члены его общины, либо его родственники, совершать молитву и выплачивать закят, и его Господь был доволен им». Сура 19, аяты 54 и 55. Аллах Всевышний также сказал: «И вспомни рабов наших, Ибрахима, Исхака и Якуба, которые были сильны в поклонении и прозорливы. Поистине мы особо выделили их среди всех прочих, наделив способностью искренне поминать вечную обитель. И поистине пред нами они среди избранных и лучших. Вспомни также Исмаила, Аль-Есаа и Зуль-Кифла, ибо все они из числа лучших». Сура 38, аяты с 45 по 48. Аллах Всевышний также сказал: «Помяни также Исмаила, Идриса и Зуль-Кифла. Все они были из числа терпеливых, и мы ввели их в рай, который является нашей милостью. Поистине они были праведниками». Сура 21, аяты 85 и 86. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине мы ниспослали тебе откровения, как ниспосылали их Нуху и пророкам после него. Мы ниспосылали откровения Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, коленам Исе, Аюбу, Юнусу, Харуну и Сулейману, а Давуду мы даровали псалмы». Сура 4, аят 163. Аллах Всевышний также сказал: «Скажите, мы уверовали в Аллаха и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам». Сура 2, аят 136. Аллах Всевышний также сказал: «Или скажете вы, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и пророки из разных колен являлись иудеями или христианами? Скажи, вы лучше знаете или Аллах? И кто более несправедлив, чем тот, кто скрыл имеющееся у него свидетельство от Аллаха? Аллах не упускает из виду того, что вы делаете». Сура 2, аят 140. Аллах, который сделал Исмаила, мир ему, пророком и посланником, упомянул, что ему были присущи все прекрасные качества, указал, что он не причастен к тому, что приписывают ему невежественные люди, и велел, чтобы его верующие рабы уверовали в то, что он ему ниспослал.